وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуху. Мы с вами на прошлой встрече говорили про молитву путника, салятуль мусафири. Молитва путника, сказали о том, что согласно ханафитскому мазхабу сокращение 4 ракатных до 2 фардов является ваджибом, согласно мнениям остальных ученых является сунной. Это раз. Также сказали о том, что человек, находясь в пути, может совмещать зухр и аср, также магриб и иша. Мы с вами упомянули совмещение магриба и иша, зухра и асра, по мнению лояльных ханафитов и по мнению большинства ученых. И упомянули на прошлой встрече объединение в промежутке второго намаза. То есть объединение двух намазов зухра и асра во время асра, магриба и иша во время иша. И это называется джам'у та'хир. И здесь у нас два условия, которые мы с вами на прошлой встрече говорили. Первое условие, чтобы человек по наступлению, а более правильно до истечения времени первого намаза вознамерился что сделать? Объединить этот намаз, первый намаз, со вторым намазом в промежутке второго намаза. И второе, чтобы человек фактически оставался путником, совершая эти два намаза, соответственно, в пути. Сегодня же мы с вами поговорим про джам'у такдим, когда намаз объединяется в промежутке первого намаза. То есть объединяются два намаза и совершается в промежутке первого намаза. Получается зухр и аср во время зухра, магриб и иша во время магриба. И здесь у нас получается несколько условий. Условий больше, чем объединение намаза в промежутке второго времени. Так вот, первое условие, чтобы намаз был действителен, именно объединив два намаза, зухр и аср во время зухра, магриб и иша во время магриба. Первое условие, необходимо, чтобы человек уже вышел в путешествие. То есть первый момент получается, что человек, когда становится путником, вот мы с вами об этом сказали, когда он становится путником? Становится путником тогда, когда человек выезжает из своего города, проезжает последние строения, последние здания своего города, и он выезжает в путь на расстояние более 81 километра. С этого момента он считается путником. Если же человек, допустим, еще не выехал в путь, пока он собирался, пока он кого-то ждал, наступило время уже обеденного намаза, через 5, 10 минут, 20 минут он выезжает в путь, может ли он совершить зухр и аср во время зухра, объединив? Нет, не может. Почему? Потому что в данном случае он еще не стал путником. Фактически он еще мукаим. Поэтому первое условие какое? Когда объединяются два намаза, чтобы человек уже был путником. То если, например, наступило время зухр намаза, он, допустим, решил дома совершить зухр, он совершает зухр 4 ракаата фарда, также спокойно совершает и сунны, 4 ракаата фарда, а аср он уже совершает, будучи в пути, уже сокращенно. Это первое. Второе условие, необходимо начинать совершение намаза с того намаза, в промежутке, в котором мы находимся. А соответственно, в данном случае у нас какое условие? Промежуток первого намаза. То есть сначала совершается зухр, а потом аср. Если это вечером, сначала совершается магриб, а потом что? А потом совершается иша. И между ними никакие зикры, никакие сунны намазы не совершаются. То есть эти два намаза стали как один намаз. И между ними никакие зикры, никакие сунны не совершаются. То есть человек, получается, что делал? Совершил
обеденный намаз, и сразу же после этого он под ним, ну, то есть, соответственно, получается, смотрите, какая картина. То есть, вот он в пути, он совершает зухр и аср во время зухра, и он в данный момент все прочитал камет, и каме, совершил 2 раката зухр намаз, и когда он, то есть совершил зухр намаз, и после этого что сделал? Он совершил аср намаз. Камет зухр 2 раката, камет аср 2 раката. Вот таким образом получается между зухром и асром будет всего лишь камет и каме, который совершается мужчинами, а не женщинами. И никакие зикры, никакие сунны или чаепития в это время между двумя намазами не устраиваются. Третье. Когда мы объединяем намаз зухр и аср во время зухра, до начала совершения обеденного намаза, или же хотя бы, по крайней мере, во время совершения обеденного намаза человек должен определить для себя, решить, вознамериться, что он делает, что он совмещает зухр и аср во время зухра, магриб и иша во время магриба. Намерение важно. Мы с вами, когда говорили про намаз, который совершается в промежутке второго намаза, объединение, сказали, что человек должен что сделать? Вознамериться в промежутке первого намаза, что он совершает первый намаз со вторым намазом. Здесь наоборот, он намеревается совершить второй намаз вместе с первым в промежутке первого. Это намерение происходит либо до начала всего намаза, зухра или магриба, первого намаза имеется в виду, либо, по крайней мере, в промежутке от этого первого намаза. Если человек, к примеру, такая картина. Человек, зная, что не является путником, и зная, что в пути сокращаются намазы, он встал, совершил зухр намаз, сократил, а потом ему подходит его товарищ, он говорит, можно было объединить. Он говорит, давай объединим. Уже поздно. Почему? Потому что время намерения уже прошло. Зухр намаз уже совершен, он уже самодостаточный, отдельный. Время намерения уже прошло. В этом случае что? В этом случае аср читается уже своевременно. Если это произошло во время магриба, тогда получается иша совершается своевременно. Дальше. То есть итог какой? Если человек не вознамерился до совершения первого намаза, либо хотя, по крайней мере, во время совершения намаза, до саляма, если не вознамерится совершить второй намаз с первым намазом, в этом случае намазы не объединяются. Четвертое условие. Необходимо, чтобы человек был путником при наступлении времени второго намаза. То есть, к примеру, человек, допустим, уже едет домой, он увидел мечеть, он заехал в мечеть, остановился, и он что сделал? Совершил зухр и аср во время зухра, приехал домой без пробок, легко добрался, заходит домой, он все уже перестал быть путником, хотя он перестает быть путником тогда, когда он заезжает в свой город. Он заехал в свой город, все, он уже перестал быть путником, и только после этого наступило время асра, или после этого наступило время иша. Это условие, получается, не удовлетворено, не исполняется. Таким образом, его тот второй намаз, который он совершил вместе с зухром или вместе с магрибом, будет нафиль намаз, и он что сделает? И он здесь заново совершает аср намаз уже в 4 раката, либо это если вечером, иша намаз в 4 раката. Поэтому необходимо, чтобы он фактически оставался быть путником хотя бы к началу наступления времени второго намаза, хотя бы к началу. Дальше. Также другая картина. К примеру, допустим, сотрудники какого-то института, к примеру, собрались, поехали в конференцию в другой город, они остановились в отеле, и вот наступило время зухр намаза, допустим, главный из них, куратор, он куда-то отлучился к этому времени, узнает там подробности, когда уеду, сколько останутся и так далее, и так далее. Так вот, остальные, например, совершили зухр и аср во время зухра, объединив по 2. И тут приходит куратор, говорит, мы остаемся здесь на 15 дней, на 20 дней, все. То есть в промежутке времени второго намаза, хотя бы к началу, они уже не будут путниками. Они уже будут мукимами,
Поэтому это второй ракат, это 2 раката аср намаза во время зухра становятся нафиль намазами. И по наступлению аср намаза они совершают уже 4 раката аср намаз. Пятое условие. Действительность. То есть в такого рода объединениях, когда намазы объединяются в промежутках первого времени первого намаза, в такого рода объединениях действительность второго намаза основывается на действительности первого намаза. К примеру, допустим, люди еще только учатся намазу, какие-то аспекты еще, допустим, не знают, и они, допустим, выбрали имама, и имам начал намаз, к примеру, без вступительного такбира. Без тахрима называется. Тахрима — это столб намаза. То есть не было никаких слов Аллаху Акбар, Аллаху Рахман, Аллаху Архам, Аллаху А'адам, никаких слов такого не было. Получается, человек не вступил в намаз, получается, он не выполнил первый столб, получается, этот намаз недействителен. И вот таким образом совершили, допустим, первый намаз, а потом совершают, например, второй намаз. И потом все-таки, допустим, людей мучает, скажем так, появились сомнения, они задают друг другу вопрос: а вот был первый такбир вступительный? Нет, не было. Нет, не было. Намаз действителен? Они поизучили, спросили знающих людей и сказали, что намаз не действителен. А во время второго намаза, в начале второго намаза, такбир был, к примеру. В этом случае что? В этом случае первый намаз недействителен, второй как бы действителен. Но в этом случае объединение действительность второго намаза основывается на действительности первого намаза. И таким образом они перечитывают и первый, и второй намаз. Тонкостей много. Это интересно. Это наука в фиках. Далее. Вот эти 5 условий. Вот эти 5 условий объединения намаза в промежутке второго. Еще несколько ахкамов, несколько аспектов по поводу намаза путника, по поводу даже путешествия, пути и икаме. Икам, то есть сефар означает путь, икам означает, когда человек находится у себя на родине, скажем так, либо он приехал в пункт Б и намеревается оставаться там более 15 дней. И здесь несколько аспектов. Говорится следующее. Если у кого-то движены в разных городах, и эти города друг от друга на расстоянии, касрус саля называется, на расстоянии сокращения намаза, то есть более 81 километра, и человек что делает? И человек, допустим, получается, грубо говоря, день здесь, день там, или может по 2 дня здесь, по 2 дня там, либо неделя здесь, неделя там. То есть он промежуток, который не доходит до 15 дней. Но приезжая во второй город, где его вторая жена, приезжая в город, где его первая жена, он что? Он будет мукаим. Он не будет считаться путником. Он не будет считаться путником, даже если эти города находятся далеко друг от друга. Это первое. Второе. Если человек родился и вырос в каком-то месте, это называется аль-ватануль аслы. Его основная родина. Это его родина. Но если он из этой родины, из этого места переезжает в другой город, если он, допустим, не женат, он, допустим, один переехал, как многие молодые ребята уезжают, допустим, в города, большие города. Если у него уже есть семья, или жена, или уже дети, в этом случае он переезжает со всеми ими вместе, и он остается, основывается в другом городе, вот другой город для него становится его родиной. И с первого часа, с первой минуты он в этом городе перестает быть кем? Перестает быть путником. То есть это второе место, куда он переехал и решил остаться, будет называться его основной родиной. Так вот, это его основная родина, получается, второе место, куда он переехал. Возвращая к себе туда, где он родился и вырос, чтобы навестить, например, родителей, родственников или по каким-то делам, он там будет намаз сокращать. Он там будет кем? Он там будет мусафиром, путником. Если он не вознамерился там оставаться более 15 дней. Вот. Это второе. Третье. Если, например, у человека, то есть человек со своей семьей,
был не путником в одном месте, и у него появились дела потом в другом городе, где далеко, и он туда поехал, чтобы решить свои дела, дабы, допустим, он туда часто, к примеру, ездит, и дабы каждый раз, допустим, не снимать квартиру, не снимать комнату, дабы каждый раз не заселяться, допустим, в отель, в гостиницу, он купил, например, недорогую квартиру, и в этой квартире даже имеются бытовые вещи. И в этом случае что получается? Здесь он живет, а туда он временами ездит. У него там, скажем так, слово, нет второй жены. То есть в данном случае я говорю именно потому, что исходя из текста. Он туда ездит, остается там неделю, остается там 3 дня, 2 дня, 1 день. У него есть там дом. В этом случае это не будет считаться его родиной. То есть, приезжая туда, если он не намеревается оставаться там более 15 дней, он не будет там путником, то есть 15 плюс дней. Он там будет, не намеревается оставаться 15 плюс дней, он там будет путником. Это актуально для тех случаев, у кого есть дача. Например, люди иногда спрашивают, у меня есть дача, я вот выезжаю на дачу, мне что делать? Намазы сокращать или не сокращать? Задается встречный вопрос. Насколько далеко находится дача? Дача находится на расстоянии 90 километров, дача находится на расстоянии 100 километров, 120 километров от края его родного города. Родного имеется в виду города, где он проживает. От этого расстояния до ближайших домов, туда, куда он направляется, если более 81 километра, в этом случае, что он, приезжая туда, на неделю, на 3 дня, на 10 дней, он будет путником. Если он туда приехал на 15 и более дней, он уже не будет путником. Но не будет путником по каким причинам? По причине своего намерения оставаться в пункте Б 15 плюс дней. Таким образом, итог. Когда мы определяем, являемся ли мы там путником или не являемся путником, здесь 2 вещи. Первое, что? Первое, приезжая в пункт Б, намерение определяет. Если мы вознамерились в пункте Б оставаться 15 плюс дней, в этом случае мы не путник. Это раз. Второе, наличие семьи. Скажем так, второй семьи. Может быть, даже не второй. К примеру, допустим, человек живет в одном городе, работает, учится, он там проживает, он там работает, он намеревается там оставаться. У него семья, примерно в данный момент, находится у родителей. Он приезжает, и у него там, допустим, может даже дом имеется. Он приезжает к своей семье, к своей жене. В этом случае что? В этом случае он не будет считаться кем? Он не будет считаться путником, потому что он приехал к своей жене. Это вот такие интересные аспекты фикха. И наличие дома, наличие бытовой техники в этом доме, в этой квартире не имеет значения. Надеюсь, все понятно. Дальше, следующий у нас еще один вопрос по поводу намаза. Называется салятуль ма'зур. Мы уже мельком упоминали состояние ма'зур. Ма'зур — это простительное состояние, когда у человека происходят вещи, явления в теле, которые фактически нарушают омовение, и это нарушение длится от намаза до намаза, то есть в промежутке целого намаза. В этом случае человек переходит в такое особое простительное состояние, которое называется по-арабски аль-ма'зур. Аль-ма'зур, оправдываемое состояние, простительное состояние. Так вот, например, у человека рана, и с этой раны постоянно течет кровь. От намаза до намаза. Не обязательно постоянно, то есть самое главное, чтобы от намаза до намаза эта кровь, скажем так, текла, она там потихоньку течет. Все, человек в этом случае, он дождал это время, он перешел в состояние ма'зур, состояние простительное, оправдываемое. Или у человека, например, из-за какой-то болезни, или из-за слабости мышц, из-за дряхлости, к примеру, у него недержание мочи, и это длится от намаза до намаза, то есть минимальное. В этом случае он переходит в состояние ма'зур, оправдываемое, простительное состояние. Либо, например, у женщин могут быть периоды, когда называется мустахаба, точнее истихаба,
То есть у женщин есть менструальный цикл, и то, что выходит за пределы менструального цикла, это называется истихада. Истихада это тоже такое простительное состояние, потому что оно длится, допустим, от намаза к намазу минимально. И вот, если такое явление проявляется у женщины, она тоже в том числе переходит в такое особое состояние, которое называется ма'дур и простительное оправдываемое состояние. Почему я называю особое состояние? Потому что в этом случае нужно обратить внимание на несколько вещей. Обратить внимание на то, как совершается не то чтобы намаз, а именно омовение. Так вот, сейчас будем об этом говорить. Первое. Если вот это состояние, оно длится в промежутке целого намаза, допустим, зухр намаза, аср намаза, магриб намаза, получается, например, от зухра до асра, от асра до магриба от магриба до иша. И в этом случае что? Человек переходит в такое состояние ма'дур, это раз. Второе. Если подобное явление у человека произошло, и время намаза уже потихоньку подходит к концу, он же еще не знает, время намаза еще не прошло целиком. Он же еще не знает, он перешел в такое состояние или не перешел в такое состояние. Он немного дожидается, пока, допустим, перестанет кровоточить десна после зубного, или, например, другие какие-то состояния. То есть время намаза потихоньку подходит к концу, человек совершает омовение и совершает намаз, несмотря на то, что у него происходит такое вот, например, кровотечение, недержание мочи, или, допустим, потихоньку, допустим, гной капает, вытекает. Он совершил намаз, дальше он смотрит, внимание, дальше он смотрит, наблюдает. Время намаза прошло, он совершил намаз своевременно, потом он смотрит, это выделение продолжается или не продолжается. Оно продолжается, все, его намаз действителен, перечитывать не нужно. Но если это явление прекратилось до окончания времени уже второго намаза, потому что промежутку первого намаза мы еще не смогли определить, время целого намаза длится это состояние, или не целого намаза, или только было 10, 20, 30 минут. В промежутке второго намаза мы уже определили, оно длится целиком. В этом случае первый намаз, который мы читали, перечитывать не нужно. Он действителен, несмотря на то, что, допустим, вытекала кровь, текла моча или что-то еще. Если же эти выделения прекратились через 20 минут после наступления второго намаза, через 30 минут, в общем, до окончания времени этого намаза, в этом случае человек уже не состоит в этом состоянии. Более того, он даже не вошел в это состояние. И ему нужно что делать? Первый намаз перечитать. Ему первый намаз нужно перечитать. Потому что условие, промежуток целого намаза, оно в данном случае как бы не случилось, не удовлетворено, поэтому он намаз перечитывает. Это второе. Третье. Если болезнь этого человека в простительном состоянии, в оправданном состоянии, оно уменьшилось, но все-таки периодически оно вытекает, оно происходит. Например, кровь из раны вроде как перестала течь, или, допустим, из десны, либо, например, недержание мочи, либо у женщин это состояние, оно вроде как прекратилось, но все-таки в каждом время, в промежутке каждого намаза немного выделяется. Небольшое выделение раз, небольшое выделение в промежутке второго намаза два, в промежутке третьего намаза небольшое выделение. То во всех этих случаях он остается в этом состоянии. То есть ключевым является, получается, промежуток вот этого первого целого намаза, целого первого намаза, более правильно сказать. Дальше, если отрывками, чуть-чуть по чуть-чуть, он все равно остается в этом простительном состоянии. Это 3. Четвертое. Если наступило время следующего намаза, и вот этого выделения больше не было, выделение прекратилось, кровь перестала течь из десны, например, или у женщины кровь перестала течь, или недержание мочи, оно перестало быть, то есть человек, скажем так, у него моча закончилась, да, то есть это состояние перестало быть,
промежутка целого намаза, он выходит из этого состояния. Он выходит из этого состояния. И он уже совершает намаз так, как совершает человек здоровый, скажем так, который не в этом состоянии. Дальше, следующий, пятый аспект. Человек по возможности должен что сделать? Должен постараться сделать так, чтобы эти выделения, они прекратились. Например, что сделать? Допустим, наложить повязку, пластырем заклеить, либо что-то еще. То есть то, что не вредит. И в этом случае он все равно не будет переставать быть в этом состоянии. Мы с вами определили несколько аспектов, 5 аспектов, которые определяют, является ли человек в этом состоянии или не является в этом состоянии. И упомянули несколько хукмов, несколько, скажем так, законов по поводу, допустим, нужно заново совершать намаз или не нужно. Теперь следующее. Когда, то есть, наступает время намаза, и человек в этом состоянии совершает омовение только по наступлению времени этого намаза. Например, наступило время зухра, и он совершает омовение, и в течение времени зухра он совершает сколько угодно фардов пропущенных, он совершает фард сегодняшнего дня, он совершает сунны любые, которые пожелает, нафи, которые пожелает. Но как только наступает время следующего намаза, у него, если не было до этого других действий, других явлений, которые нарушают намаз, в этом случае по наступлению времени следующего намаза у него автоматически нарушается омовение. То что получается? В этом случае, когда человек в состоянии ма'зур, нарушение омовения считается наступлением следующего намаза. Хотя некоторые ученые сказали, что ханафиты имею в виду, некоторые ханафитские ученые сказали, что его омовение нарушается не с наступлением следующего намаза, а с окончанием времени этого намаза. Это актуально, допустим, для утреннего намаза, потому что от утреннего намаза до зухра у нас целый промежуток, где нет других намазов. Поэтому в этом случае что? В этом случае, чтобы обезопасить себя, если мы хотим совершить духа намаз, к примеру, лучше омовение совершить заново, дабы выйти из разногласий. Если же у человека, например, у него рана, не совсем удачный пример, давайте, у него, допустим, недержание мочи, и у него это состояние длится целый намаз, время целого намаза, он перешел в состояние ма'зур. Если, к примеру, он сходил в туалет, по маленькому, по большому, в этом случае это будет классифицироваться нарушением его омовения. Либо, например, у него что? У него недержание мочи, и он поранился, вышла кровь, и она потекла, у него омовение нарушилось. Если у всяких этих таких явлений не было, а было лишь выделение мочи, недержание мочи, его омовение нарушается с окончанием времени намаза, либо наступлением времени намаза, относительно которой ученые высказали разные мнения. Дальше идем. Мы с вами сказали, что по возможности нужно наложить повязку, по возможности. И последний аспект остается по поводу одежды. То если, например, у человека недержание мочи, соответственно, эта моча, она выходит на белье, попадает на белье, и классифицируется ли это белье как нечистым бельем, который препятствует действительности намаза или не препятствует. Так вот, смотрите, если у человека выделение, и, соответственно, эти выделения попадают на одежду, в одно и то же место, получается, на одежду, и они уже, этих выделений, этой наджасы, нечистоты стало много, что уже превышает допустимые размеры. Вы можете вернуться обратно к уроку, где мы говорили про наджасу. Превышает допустимые размеры. А здесь мы смотрим на следующее. Если человек может остирать свою одежду, либо же поменять свою одежду
и до окончания совершения намаза у него эта одежда не станет грязной, то есть нечистоты не будут превышать допустимый размер, в этом случае что? В этом случае необходимо ему что сделать? Необходимо ему, является обязательным ему либо постирать свою одежду, либо поменять. Вот давайте такой пример. У человека недержание мочи. Недержание мочи, оно может быть, я полного представления не имею, не знаю, к сожалению, к счастью, наверное, больше к счастью. Но представляю себе такую картину. Раз капнуло, через минуту еще капнуло, через минуту еще капнуло, через 3 минуты еще капнуло. Для совершения намаза сколько требуется человеку времени? Допустим, это обеденный намаз 4 раката. Ну, допустим, требуется, 5 минут, 6 минут, 7 минут. И возникает другой вопрос. В течение этих 5, 6, 7 минут наджаса, нечистота, моча, которая капала на одежду, будет превышать допустимый размер? 5-рублевый мы с вами говорили, да, примерно. Если да, тогда он может не менять, тогда он может не стирать. Если же не будет превышать, тогда ему необходимо поменять, необходимо постирать. То есть наступает время намаза, все, он совершил омовение, поменял свою одежду, совершил намаз. Все, пусть Аллах от него примет. Но если же капли такие обильные, что у него сразу же за минуту нарушается или же превышает допустимый размер, в этом случае он может не менять. Вот. В то же время хочу отметить, что на сегодняшний день поменять одежду, белье, наверное, не составит каких-то особых затруднений. Хотя в то же время мы допускаем, что человеку, по крайней мере, в течение суток потребуется поменять 5 раз свое белье, как минимум. И, конечно же, человеку здесь уже исходит, то есть изучает эту тему и исходит от своего состояния. Просим Аллаха, чтобы Аллах даровал нам здоровье. Просим Аллаха, чтобы Аллах даровал нам здоровье и понимание, что нужно совершать поклонение. И не только намаз, но и другие виды поклонения. И не только фард, но и нафили, но и дополнительные. И просим Аллаха, чтобы Аллах направил нас тому, чем Он доволен и что Он любит. Аминь. Джазакум Аллаху хайран за внимание. Субханаллаху хамдик. Ашхаду алла иляха иллян астагфирука ва атубу илейк. Но последнее все-таки позвольте сказать по поводу объединения намазов. Я убежден в том, что вы встретите очень много книг, где говорится о том, что намазы не объединяются. Это мнение строгих ученых ханафитов. И строгие ученые ханафиты допускали всего лишь один формат объединения. Объединение, один формат. То есть фактическое объединение. Это во время хаджа за одним имамом, за главным одним имамом. А что касается повседневного объединения, когда человек находится в пути, у них это называется аль-джам'у-сури. Эти ученые называли аль-джам'у-сури, то есть образное объединение. Оно вроде как объединение, но по факту это не объединение. Каким образом это происходило? Человек совершает зухр ближе к окончанию своего времени, за 5 минут, к примеру, и совершает аср сразу же после наступления. Вроде как объединил, да, объединил. А фактически он совершил каждый намаз в свое установленное время. Так вот, если мы в состоянии это сделать, и это для нас не обременительно, лучше делать таким образом, выйти из разногласий ученых. Если же нет, тогда вот мы с вами условия говорили, и каждый, изучив этот вопрос, беря на себя ответственность за свои поступки, совершает так или же иначе. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.